Приветствую всех зрителей на канале Центра политико-правовых исследований. У нас сегодня прямой эфир. В эфире журналист Семитай Аманбеков с очень интересной, как нам кажется, на сегодняшний день темой. Сегодня у нас в гостях Александр Канунников. Добрый день. Как модно сейчас говорить, релокант из соседней России. Человек, который приехал в нашу страну, причем являясь специалистом в другой области. На данный момент в Кыргызстане работает, как ни удивительно, журналистом, обозреватель сайта Вести КG. И вот сегодня мы с ним поговорим по поводу его статьи, нашумевшей статьи, да, которой экспертное аналитическое сообщество успело ознакомиться и дают ему очень высокие комментарии. И вот мой первый вопрос связан с вашей статьей. Называется она «По пути с Россией» или «По дороге с Россией» или «По пути с демократией». С демократией, да, где вы рассказываете о том, выражаете свой взгляд на то, что в Кыргызстане копируется законодательство Российской Федерации. Мой вопрос в следующем. Вот вы гражданин РФ, который живете у нас. Почему вы вдруг заинтересовались этой темой? Знаете, вопрос интересный, потому что изначально у меня была абсолютно другая задумка для статьи. Около 3 недель я вынашивал материал, который связан с маркетингом, поскольку, пребывая в Бишкеке, я частенько сталкиваюсь с тем, что некоторые бренды, достаточно известные, как будто бы взяты с российских аналогов. Например, коммерческий банк Кыргызстан. Смотришь на вот этот логотип, это, скорее всего, показывает там бумажник, сложенный с денежками. Очень напоминает старый логотип Сбербанка. Потом начинаешь смотреть Мегаком. Видишь цветовое оформление, понимаешь, что там замени ком на фон, и картинка сходится. Там заходишь в какой-нибудь Азиамолл, бац, там что-то там Евролюкс. Написано шрифтом, как раньше была Евросеть. Я такой думаю, вот интересно, да, вот такая тенденция, она же, по сути, да, не красит экономическое сообщество, потому что большие деньги возникают вокруг креативных идей. В том случае, если эти идеи заимствовать, да, единственный способ стать лучшим на этом поприще – это модель Китая. Когда у тебя 1,5 миллиарда человек, которые готовы работать как проклятые, тогда можно там плевать на какие-то права собственности, просто вы строите отдельную экономику с совершенно другими смыслами, которая предполагает, да, такой плагиат. Вот. И потом уже по роду своей деятельности мне приходится достаточно часто общаться с местными политическими экспертами и с действующими политиками. И когда дело доходит до какого-то анализа законодательных инициатив, очень часто слышал от своих собеседников о том, что это ж мы как в России делаем. Вот. И у меня начал накапливаться такой вопрос, а, собственно говоря, зачем так делать? Ответ достаточно простой, потому что так выгоднее. Потому что для разработки серьезного, да, конкурентного законодательства нужно потратить большое количество ресурсов. Гораздо проще воспользоваться, да, уже готовыми моментами. Кроме того, поскольку, да, все-таки большинство правительств на постсоветском пространстве, оно так или иначе представлено людьми на советской управленческой системы, поэтому мышление зачастую похоже какие-то цели. Таким образом, да, мимикрия, она оправдана, но, тем не менее, 2022 год стал поворотным и для России, и для постсоветского пространства, потому что мы достаточно явственно, наглядно увидели, да, результаты тех законов, которые планомерно принимались в России. И, да, на мой взгляд, если заниматься копированием без учета, во-первых, региональных особенностей, а во-вторых, да, тех целей, которые государство хочет достигнуть, может привести к тому, что, да, Кыргызстан станет очень похожим на Российскую Федерацию и потеряет, наверное, одну из самых своих привлекательных особенностей. Это демократия, регулярные выборы, регулярные госперевороты, что тоже хорошо, да, с точки зрения там волеизъявления и поддержания в тонусе политических элит, и свободу прессы. Было бы очень обидно всего этого лишиться на этой территории. Да, совершенно верно вы указали в своей статье, что
слепо копировать законодательство бессмысленно, потому что есть, как вы сказали, географическое другое положение, да, свои региональные, национальные, возможно, особенности. И ресурсы, в первую очередь. И ресурсы, да. Естественно, наши ресурсы сравнить с ресурсами Российской Федерации очень сложно. Схожий вопрос мы задавали на одном из круглых столов руководителю правового отдела администрации президента Мурату Укушеву, на что он ответил, что все законодательство Кыргызстана вообще строится на основе советского права. И после даже, да, того, как Советский Союз развалился, было создано Содружество независимых государств, в котором принимались модельные кодексы. В том числе вот законы, которые регулируют СМИ, тоже вот были модельными, и мы вот делаем такие законы по этим моделям. Правда, мы сделали факт-чек этого модельного законодательства и не нашли законов, которые регулируют СМИ. Я не знаю, про какие законы он говорил. Ну и бог с ним. Вообще, как вы думаете, насколько правильно вот быть правопреемниками СССР и придерживаться в пространстве СНГ одного модельного законодательства? Ну, на мой взгляд, решение, мягко говоря, не без изъянов, просто потому что, да, система законов, она так или иначе сопровождает систему государственного управления, которая при капитализме значительно отличается от социалистической. Поэтому нам нужно понимать, если государство собирается эффективно развиваться в рыночных условиях, ему, соответственно, и законодательство должно соответствовать. А в том случае, если у нас там идеи социалистические, да, ценности либеральные и желание устроиться в рынке, получается, что какая-то вот такая небольшая шизофрения может возникнуть. Это ведь сплошная эклектика. Ну, совершенно верно, да. Кроме того, да, в каких-то обывательских разговорах мы можем достаточно, да, с иронией относиться к законам, да, то, что в постсоветских странах его легко обойти или его не все соблюдают. Тем не менее, на мой взгляд, законодательство, оно определяет инфраструктуру работы общества, оно определяет правила игры и граничные условия. Соответственно, каждый человек, который с юморком относится к закону, в какой-то момент упрется в этот самый закон и поймет, в каких, да, режимах ему можно функционировать. Поэтому, ну, естественно, нужно обновлять законодательство и вести серьезную аналитическую работу с точки зрения региональных особенностей и целей. Мы там должны понимать, что, да, если сравнивать там Россию, Казахстан, Кыргызстан, все государства, они особенные, и, знаете, для нахождения своего достойного места в мировой экономике, в мировом медиаполе рецепты будут совершенно разными. Соответственно, и законы нужны особые. Угу. Ну, я вам, наверное, скажу такой сюрприз. Закон о средствах массовой информации, он принимается новый. Вы говорите, обновляется. Вот он принимается новый, и он на 96% списан с Российской Федерации. Угу. Оставшиеся 4% наоборот в сторону ухудшения, ужесточения законодательства. То есть даже еще хуже, чем в России. Да, например, есть запрет на скрытую съемку. В законе Российской Федерации о средствах массовой информации сказано, что скрытая съемка разрешена в исключительных случаях, если оно затрагивает какие-то личные и конституционные права человека. Да? То есть личную жизнь снимать нельзя. Да. У нас же скрытую съемку запрещают вообще. Вот просто запретить и все. То есть те 4% в сторону ухудшения. Поэтому обновление происходит, наоборот, с признаком рецессии, регресса. В связи с чем еще один вопрос. Смотрите, может быть, эти законы принимаются специально, чтобы установить подобный режим и в Кыргызстане, как и в России, да? Может быть, нужна какая-то ролевая модель авторитаризма. Да, твердая вертикаль власти, отсутствие независимых СМИ, может быть. Цель этих законов в этом? Знаете, ну, вполне возможно, что, да, политическая элита смотрит на так называемых успешных, да, своих коллег из других стран и думает, а почему бы не сделать то же самое? Возможно, и мы теперь сможем там 10-20 лет нормально находиться у власти, да, получать ресурсы и все плюшки, которые идут там с корками и с должностями. Но на самом деле здесь-то как раз и нужно учитывать региональные особенности,
потому что для того, чтобы создать в России авторитарный режим, ну, во-первых, надо понимать, что славяне все-таки чуть-чуть по-другому устроены, да, чем кыргызы с точки зрения менталитета. А во-вторых, нужна целенаправленная работа по силовому сдерживанию гражданского общества. Нельзя просто взять и ужесточить СМИ, запретить СМИ. Необходимо, чтобы на каждого журналиста было по 2 мента с дубинкой, которые быстро ему объяснят, зачем он вообще живет на белом свете. Если, скажем, существуют только декларации, которые не подкреплены каким-то реальным силовым аспектом, то это не сработает, к счастью. У нас как раз таки это все подкрепляется. Ну, последние несколько месяцев, да, естественно, там Кемпирабадское дело и последние новости касательно выдворения. Да, это действительно очень печально, но, согласитесь, это ведь пока что только точечные моменты, и нельзя говорить о сложившейся системе. Все-таки, мне кажется, когда такие гонения станут в большем масштабе и затронут не только активистов, на которых смотрит достаточно все-таки ограниченный круг лиц. Это там люди с образованием, скорее всего, либеральные направленности. Но в тот момент, когда обидят людей, за которыми пойдет рабочий класс, власти можно только сушить сухари в таком случае. Кроме того, возможно, на данный момент просто нет какой-то внешней силы, которая была бы прямо заинтересована в дестабилизации режима Кыргызстана. Мы же, как журналисты, прекрасно понимаем, что из даже пустячного инфоповода можно сделать такие истории, которые всколыхнут умы тысяч людей. Ну, насчет последовательного преследования, к сожалению, могу вас огорчить, признаки его приобретают четкие очертания. Первое – это, как вы сказали, точечные удары по неугодным журналистам. Второе – это масштабное реформирование законодательной системы, которая регулирует СМИ. Да? Это и новый закон о СМИ, принят закон о защите от недостоверной информации, который в одностороннем порядке блокирует все неугодные СМИ. И сейчас в стенах парламента инициировали еще и аналог российского закона об иноагентах, который тоже позволит справляться с зарубежным финансированием независимых СМИ. И третье – это массированный кибербуллинг в интернет-пространстве, который осуществляется заранее заготовленными фейк-фабриками. И подобная же схема в онлайн-режиме, когда якобы поборники традиционных ценностей, противники западных идей и демократии, открыто выступают против СМИ, против активистов и даже используют язык вражды, угрожая сжечь офисы или накостылять операторам, где они его увидят. То есть такая системная атака, она уже есть, планы ее есть, и я боюсь, что она будет с каждым месяцем ухудшаться, к сожалению. К чему это приведет? Знаете, ситуация неоднозначная хотя бы с той точки зрения, что карта традиционных ценностей в Кыргызстане может сработать гораздо лучше, чем в России. Дело в том, что придумывать, как сейчас в России происходит, антихриста, сатанистов или еще кого-то, достаточно трудно. Но в Кыргызстане все-таки есть ислам, и хочешь не хочешь, это сильная штука, которая традиционалистская, которая может людей от либеральных ценностей, в общем-то, отвадить раз и навсегда. Но, с другой стороны, учитывая наличие свободных СМИ, наличие аналитических мощностей и центров силы, которые заинтересованы в объяснении, почему свобода слова – это хорошо, я считаю, что у Кыргызстана гораздо больше возможностей для децентрализированного отпора такой политики. Потому что, когда, знаете, на одну страну у тебя есть «Дождь» и «Эхо Москвы», достаточно трудно, особенно когда «Эхо Москвы» принадлежит «Газпрому», очень трудно вести, знаете, такую партизанщину информационную. А в том случае, если у вас 10, 20, 40 независимых СМИ, в каждом найдется какой-то активист, который захочет, чтобы он не остался без работы, грубо говоря, хотя бы с точки зрения таких мотивов. Все получится отрегулировать, я на это надеюсь. Потому что, повторюсь, для того, чтобы осуществить на территории Кыргызстана сценарий российский, необходимо гораздо больше времени и гораздо больше силовых возможностей. Возвращаясь к вопросу взаимодействия России и Кыргызстана,
На ваш взгляд, какими в вашем понимании должно быть взаимодействие и сотрудничество Кыргызстана и России? Ну, в первую очередь, конечно же, это экономические моменты. Да, за счет серьезной зависимости Кыргызстана от экономики России, как и с точки зрения товарных потоков, так и с точки зрения иммиграционных, да, транзакций. И энергоносителей. И энергоносители, да. Энергоносители я бы хотел оставить на закуску, но, честно говоря, тогда с них и начнем. Ведь на рынке энергоносителей Кыргызстана возникает ситуация, когда существует, там, грубо говоря, естественная монополия. И да, я вот не могу точно назвать показатели по цене топлива в Кыргызстане и в каком-нибудь Казахстане, но от водителей слышал, что разница огромная. И российские корпорации, в общем-то, пользуются своей монопольной властью для того, чтобы получать сверхдоходы в Кыргызстане. Кроме того, насколько я помню, и в газовой сфере здесь произошла продажа газового предприятия «Газпрому» за то ли 1 рубль, то ли 1 доллар. Да. За 1 доллар. Прекрасная затея. Вот, на себя «Газпром» взял какие-то обязательства, часть из которых выполнил, часть из которых не выполнил. Здесь нужно понимать, что суверенитет – сложная штука. И он состоит из многих аспектов. И экономика, и энергетика – далеко не последние аспекты. Нужно четко понимать, что Россия – это такое государство, которое ведет войну и представляет свои интересы по-разному. В том случае, если у нас там, можно даже не брать Россию, точно так же работает Соединенные Штаты, Китай, так работает геополитика. В том случае, если есть устойчивые связи, это может быть использовано как элемент силового давления. И да, мы все прекрасно помним историю с украинским газом, например. Сколько шуток про это было, сколько там манипуляций и прочего существовало. Смотрите историю, не повторяйте ошибки. С другой стороны, конечно, здесь опять же нужна серьезная систематическая работа, которая позволит найти каких-то еще, возможно, партнеров, диверсифицировать риски, попробовать в конце концов заняться тем же самым импортозамещением. Я понимаю, что в свете российских событий это слово стало практически ругательным, но тем не менее всегда существуют какие-то идеи и какие-то возможности использовать свои ресурсы более эффективно, чем сейчас. Так что, да, необходимо понимать, что резкий отказ от каких-либо товаров и услуг Российской Федерации может привести к сценарию европейскому, когда, знаете, жареный петух все-таки в одно место клюнул, и людям приходится там в срочном порядке искать какие-то субституты. Знаете, все-таки политика не должна наносить дискомфорт гражданам. Надо задуматься о человеке, прежде чем заниматься какими-то такими глобальными проектами. Это экономические. А это экономические. С точки зрения политической ситуации, меня, конечно, сильно беспокоит проблема ОДКБ. Опять же, в одном из моих материалов разбирал ситуацию, когда по информации человека, который раньше работал в ваших спецслужбах, Россия предоставляет определенные средства вооружения Таджикистану для борьбы с терроризмом. В итоге это вооружение применяется против Кыргызстана, и все это происходит в рамках одного и того же военного союза. Очень трудно себе представить, чтобы в НАТО взяли и кто-нибудь друг друга начал мочить. Это как минимум противоречит целям создания такого союза, а как максимум создает не очень удобный прецедент, а что мешает другим участникам этого блока поступать так же. Честно говоря, какие-то сомнительные понятия возникают, поэтому нужно аккуратнее относиться к такому политическому сотрудничеству. Просто чтобы понимать, во-первых, реальную возможность, потому что, насколько я помню, и в Армении не все гладко было с точки зрения предоставления помощи по ОДКБ. Но зато, как только возникла ситуация, связанная с каким-нибудь переворотом, транзитом власти или чего-то еще, я имею в виду Казахстан, конечно, тут сразу все прибежали, и все было как надо сделано. Поэтому можем понимать, для каких целей это все
создается. По каким еще сферам жизни мы можем пройтись? Ну, с точки зрения культурной, прекрасно понятно. Да, как человек, который не первый раз посещает Кыргызстан, у нас отличные возможности для культурного сотрудничества, ровно потому, что, с одной стороны, мы очень хорошо друг друга понимаем и в языковом плане, и с точки зрения каких-то культурных привычек, менталитета. Этим обязательно нужно пользоваться, поскольку такие механизмы, да, обмена мягкой силой, они позволяют исключить конфликты со стороны народов. Да. Это та возможность, которая не была реализована Российской Федерацией в Украине для того, чтобы создать какое-то понимание между людьми. Мы, конечно, такой ситуации с Кыргызстаном допустить не можем, поэтому обязательно нужно гуманитарное сотрудничество, какие-то культурные вопросы. Здесь России, знаете, наверное, надо поучиться у Соединенных Штатов Америки, которые умеют эту работу вести систематически. И, знаете, там их каналы не компрометируют себя, как какое-нибудь Россотрудничество или что-то еще. В общем, надо повышать уровень, в том числе такой дипломатии. Такие возможности, как раз именно такие возможности в этом регионе у России есть. И я надеюсь, что она ими воспользуется. Потому что, на самом деле, да, как вот один колкий комик заметил, у России все друзья либо выдуманные, либо страшные. У нас не так много осталось союзников, поэтому к ним нужно особенно, да, знаете, бережно относиться. Во всяком случае, в Кыргызстан ты приезжаешь, и да, тебя считают нормальным человеком, не представителем страны агрессии, а просто, вот так. Люди с пониманием относятся к разделению политики и частной жизни. В то же время, я боюсь представить, какую бы реакцию можно было получить где-нибудь в Европе и в Соединенных Штатах Америки. То есть у нас уже заранее есть понимание на межнациональном уровне, это нужно развивать, естественно. С точки зрения социальных моментов, здесь, конечно, вопрос миграции в первую очередь стоит. Во-первых, мне кажется, что неплохо было бы в Кыргызстане сделать отдельное министерство, которое могло бы заниматься этими вопросами профессионально и с достаточными бюджетами. Насколько я знаю, сейчас это всего лишь департамент в Минтруда. Конечно, таким образом Кыргызстану не получится реализовать, например, потенциал приехавших граждан России. Поскольку при проведении какой-то осознанной, сознательной политики в этой отрасли Кыргызстан, на мой взгляд, мог бы получить серьезнейший толчок для экономического развития, потому что, как правило, сейчас приехали люди с хорошим образованием, с хорошими финансами, в том числе в этом есть и инвестиционный потенциал, конечно. И, знаете, у Кыргызстана есть реальная возможность подняться за счет этих кадров, особенно в таких тяжелых временах, да, когда вся планета практически стоит перед неминуемым мировым кризисом. С точки зрения, да, действий России со стороны миграционной политики, здесь, я бы сказал, даже не вопрос к государству, а вопрос к отдельным гражданам. Необходимо создать комфортные условия и безопасные для мигрантов из Кыргызстана, работающих в России, поскольку совсем недавно были серьезные проблемы на этом фоне. И, знаете, надо ценить людей, которые согласны, выполнять тяжкий труд, за который типичный гражданин, да, особенно больших городов России, не возьмется. Поэтому, знаете, в этом вопросе, в социальном, необходима, знаете, взаимная интеграция и возможность использовать конкурентные преимущества каждого государства в этом смысле. Угу. Да, очень правильно вы отметили, особенно в сотрудничестве в культурной сфере, что необходимо повышать уровень доверия между нашими гражданами. Но, к сожалению, отдельные пропагандисты в российском государстве повышают градус напряжения и немножко смазывают все то общее, что между нами было. Вот в своей статье предыдущей, к которой мы обратились, вы сказали, что последние события отбросили Россию на десятилетия назад. На ваш взгляд, что ожидает Кыргызстан, если она будет продолжать идти в фарватере России? Знаете, здесь
следует понимать, что Россия в первую очередь навредила самой себе. Даже если мы оставим за скобками огромные экономические потери и отток человеческих ресурсов, и, к сожалению, смерти граждан, это огромные имиджевые потери. Учитывая, что мы живем в мире доступного интернета, в мире технологий, в мире медиа, это, знаете, такой вот урон имиджу, это все равно, что бренд. Да? Вот, например, Volkswagen какое-то количество времени назад попал в серьезнейший скандал из-за своих дизельных двигателей. А вот сейчас вся Российская Федерация как бренд со стороны коллективного Запада, Соединенных Штатов и многих других понимающих государств попала в неловкое положение. Вот. С точки зрения ситуации в Кыргызстане вокруг этих моментов, на самом деле существуют некоторые возможности, поскольку Россия, являясь государством, получающее доходы во многом благодаря топливно-энергетического комплекса, сейчас сталкивается с инициативами по установлению потолка цен, с, в принципе, отказом от определенных типов энергоносителей. Таким образом, у Кыргызстана оказывается больше маневра для того, чтобы улучшить свои собственные положения по долгосрочным контрактам, по поставкам энергии. Просто необходима политическая воля, которая не побоится пойти и поговорить с представителями Российской Федерации, хотя бы на равных. Я не говорю со стороны сил, я говорю, знаете, на равных, потому что это рынок все-таки. Хочешь, не хочешь, мы живем в большой рыночной экономике, и беды для одного агента оборачиваются возможностями для другого. С точки зрения какой-то товарной зависимости, опять же, больших проблем нет, потому что российский экспорт куда-то уходить должен. Поэтому, опять же, вполне возможно, что некоторые условия станут лучше. Единственное, конечно, что беспокоит, это возможность введения санкций, особенно с точки зрения параллельного импорта, с точки зрения банковской системы. Сейчас уже, по-моему, половина кыргызстанских банков отказалась от обслуживания карточек МИР. Значит, вероятность получения вторичных санкций, она где-то 50%. Окей, хорошо. Это нужно учитывать, и как только появятся первые признаки относительно введения санкций, надо сильно думать о том, выше ли возможные потери от такой истории, или все-таки выше какие-то текущие выгоды. У нас к санкциям в течение всех последних 8 лет относились, так скажем, знаете, нам вводят, а мы крепчаем. А на самом деле, если не проводить какую-то систематическую политику с точки зрения импортозамещения, еще каких-то моментов, в какой-то момент санкции могут ударить. Этого надо остерегаться. Надеюсь, что Кыргызстан эту участь она минует, просто потому что, не в обиду будет сказано, но коллективному Западу есть чем заняться сейчас в виде Российской Федерации. Так что пойдет по касательной. Вопрос был больше касательно политической составляющей. Что будет, если современный политический режим Кыргызстана будет придерживаться той модели, следовать той модели, которой придерживается Российская Федерация? С этой точки зрения, мне кажется, такие амбиции, они могут налететь на менталитет. Потому что все-таки, когда есть уже опыт 3 государственных переворотов, наверное, организовать 4-й будет не так трудно. Вопрос в том, чего хочет добиться власть своими, так скажем, нововведениями. С одной стороны, я сталкивался с ситуациями, когда некоторые проекты в Кыргызстане становятся невозможны за счет того, что меняется власть и ответственность за осуществление каких-то вещей, в том числе мусороперерабатывающий завод, по-моему, хотели строить. Нету преемственности, поэтому, знаете, перетасовали колоду, никто ни за что больше не отвечает. Здесь было бы понятно, почему. Государственник хочет обеспечить себе какой-то период стабильного правления. Но всегда есть вероятность, что период стабильности он необходим для получения возможностей лучшего доступа к ресурсам, через какие-то, возможно, даже коррупционные элементы, через еще что-то. Нужно понимать, что когда ты находишься во главе государства,
И тем более, когда среди твоих коллег по управлению государством есть и твои друзья, и твои знакомые, возникает большой соблазн превратить это все в какое-то подобие организованной преступности, мафии. И, знаете, это развращает, к сожалению. Поэтому важно для гражданского общества в первую очередь четко понять, там, человек, он там Столыпин, да, в душе, или он какой-нибудь Тони Сопрано из сериала. Надо понимать, если вероятность больше, что бандит, то принимать соответствующие меры. Если у человека есть какая-то политическая программа, да, и он собирается, возможно, в какой-то степени отказаться от либерализма в какое-то благо, если есть какая-то прогрессивная идеология, тогда об этом можно задуматься. В конце концов, да, революция 1917 года привела к появлению на территории Российской империи более прогрессивного государства с точки зрения экономики, идей, политических свобод. Понятно, что потом Сталин чуть-чуть эту историю поправил, но тем не менее люди, да, попали в авторитарное, потом в тоталитарное общество, ему, гражданскому обществу, что-то предложили взамен. В том случае, если у человека и отнять свободу, и деньги, ну, это непонятно, так действовать нельзя. Я надеюсь, что этого сценария не будет. Все-таки, да, без активной силовой поддержки власти взять просто там, знаете, обмануть такое большое количество людей трудно. Кроме того, все-таки кыргызстанцы народ читающий, и, знаете, политическая смекалка и какое-то сознание присутствуют и выражены в большей степени, чем в той же Российской Федерации. Поэтому, надеюсь, в обиду не дадите себя. Угу. Вот касательно этого, касательно нашей психологии, да, все-таки у нас очень много общего, и психология относительно похожая. Вот вы сказали, как бы, например, обращались бы к вам в Соединенных Штатах, если бы вы поехали туда. Вот мы были недавно в Соединенных Штатах, нас расспрашивали, ну, вопрос вежливости, откуда ты, where are you from, да? Мы говорим Кыргызстан, они, естественно, не знают. Говорим Казахстан, тоже не знают. Ну, знают по фильму «Барат», наверное. Говорим, нет, тоже не знают. Ну, по крайней мере, тех, кого мы встретили. Назвали Россию. Россию, естественно, знают. Ну, и мы ожидали, что после событий 24 февраля будут относиться к нам тоже негативно, раз мы рядом с Россией, раз мы стратегический партнер России. И самое главное, что нас удивило, это абсолютное безразличие к тому, откуда ты. Там вот столько этносов, столько наций, что, ну, с Россией, значит, с Россией. Самое главное, чтобы там, если это таксист, чтобы ты ему заплатил за такси, если это официант, чтобы ты ему оставил чаевые. И совсем противоположная ситуация в Кыргызстане. Когда мы возвращаемся с Америки, нам сразу начинают говорить, что мы там агенты Госдепа, что нас там кто-то проспонсировал, дал нам какие-то задания, что там мы должны сделать. Полный бред, потому что мы ездили на собственные средства и ездили брать интервью у таких же кыргызов, которые живут там. Но вот такая психология есть. Второй момент. Я очень люблю смотреть различные опросы. Например, Deutsche Welle делает, BBC делает в России. И когда у простого народа спрашивают там, их отношение к, там, например, к войне в Украине или там, к санкциям, которые ввели, да, и вот большинство ответов, которые меня удивляют, и тоже вот схожие психологии с нами, что, ну, нам абсолютно безразлична там наша экономическая ситуация, самое главное, чтобы нас там боялись или там, чтобы нас там опасались, мы должны быть вот главными и сильными. Вот отличие, вот отношения в Штатах, вот у Штатов личное, да, вот они хотят, чтобы они хорошо жили, а что в мире творится, ну, в принципе, безразлично. Вот как вы думаете, откуда исходит эта психология, и что надо сделать, чтобы ее изменить? Ну, знаете, да, в России есть такая штука получать пенсию величием. Ну, к сожалению, штука нехорошая. Я думаю, что это все-таки наследие какого-то советского периода, когда важно было догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки. Всегда был какой-то, да,
враг, вокруг которого можно было сплочать государство. И поскольку экономика была социалистическая, то есть кроме небольшой группы людей все были одинаково бедными или богатыми, сами уж решайте, нужно было фокусироваться на каких-то нематериальных штуках. Величие – штука абсолютно нематериальная, поскольку когда мы начинаем подсчитывать экономические издержки создания великого государства, мы просто за волосы хватаемся, и это несоразмерно. Да? Попадание одного человека в учебники истории – это 1000 загубленных жизней. Поэтому, знаете, в том числе и законы нужно менять. Да? Вот если у нас есть какие-то законы, связанные с советским типом управления и типом мышления, ну, наверное, неплохо было бы их пересмотреть. Те, которые соответствуют нашей сегодняшней действительности, их менять не нужно. А в том случае, если есть где-то, да, противоречия, практически диалектические, как они сами когда-то говорили, с ними надо бороться, естественно. Поэтому, ну, знаете, кроме того, принципиальная разница между Соединенными Штатами и там, Россией заключается в том, что там все-таки есть опыт нескольких сотен лет рыночной экономики. Там есть устойчивые институты социальные, там есть система сдержек и противовесов, которые дают поколениям местных понимать, что такое жить хорошо. В том случае, если государство, значит, получается, при царской России, оно, ну, его нельзя назвать рабовладельческим, но все-таки там, да, в основном было крестьянское население. Какого-то первоначального накопления капиталов грандиозного среди простого населения не было. Соответственно, о какой-то, да, хорошей жизни вопрос не стоял. Потом был социализм, в котором жизнь была, естественно, лучше, потому что появилось образование, появилась возможность, да, там, лечиться, хотя бы как-то куда-то ездить, на что-то смотреть в ограниченном количестве, конечно. Научно-технический прогресс. Это естественно, да. И идеологический прогресс все-таки тоже был. Вот. Потом все это уходит на второй план, потом начинается перестройка. Да, существует там переход к рыночной экономике. При этом совершенно занятно, да, экономика стала везде рыночная, а в основном люди пользуются советским наследием. Но это не совсем относится к теме беседы, просто интересное наблюдение. Вот. Мне кажется, в первую очередь надо человеку позволить хорошо жить, а потом очень многое там поменяется. Да? Когда тебе нужно из страны ехать в агрессивные условия для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный, это, знаете, наверное, озлобляет население. Вот. А в том случае, когда ты сидишь в стране, особо никуда и выехать ты уже не можешь для того, чтобы что-то посмотреть или еще что-то, возникает ненависть в человеческих сердцах. И, соответственно, да, пропаганда множится на экономический уровень развития, множится на, возможно, какие-то свои комплексы бывшей империи, возможно, даже на какие-то комплексы отдельных лиц, которые принимают решения. С этим всем нужно бороться. Знаете, многие современные люди обращаются к психологам, обращаются к психоаналитикам. Необходимо проанализировать вот эти все национальные комплексы и, возможно, как-то рассказать людям, что можно иначе. А можно строить свое отношение к миру не на ненависти, а хотя бы на интересе. Посмотрите, как у других. Посмотрите, да, не нужно тратить время на то, что там смотреть телевизор и узнавать, как у других, что там рассказал Соловьев, а этот что рассказал. Вы там возьмите себе за правило откладывать 10% со своих доходов и потом ездить в государства, которые вам интересны. Посмотрите, как люди живут в России, а посмотрите, как в Европе, а как в Соединенных Штатах. Так за 5-6 лет можно сформировать какое-то реальное понимание происходящего. Этого не покажут ни в одном телевизоре и в интернете. Об этом тоже, если и расскажут, то без эффекта присутствия. Поэтому, знаете, нужно просвещаться, нужно быть людьми, и нужно все-таки, да, больше какой-то надежды иметь каждому из нас. Угу. Надеюсь, так. Предположим, что Кыргызстану удалось избавиться из-под патронажа нынешнего режима России, так. Либо наоборот, что Россия станет вдруг либеральной страной. Вот при таком сценарии каково будет развитие наших отношений?
Слушайте, нужно понимать, что, скорее всего, экономическая часть отношений не пострадает и каким-то образом не изменится, потому что, знаете, производства, которые сейчас есть в России, товарами которых пользуются в Кыргызстане, они вряд ли поменяются. Я думаю, следовало бы ожидать определенной либерализации с точки зрения топливно-энергетического комплекса, потому что либеральная экономика, скорее всего, приведет к усилению конкуренции, соответственно, ослаблению монополии. Таким образом, справедливо ожидать пересмотров правил игры с точки зрения покупки энергоресурсов у Российской Федерации. С точки зрения социальной, мне кажется, возникнут возможности для какой-то более осмысленной иммиграционной политики. На самом деле и сейчас-то, в принципе, я так понимаю, что гражданам Кыргызстана по сравнению с всеми остальными работать в России проще, находиться проще. Но все-таки, знаете, какая-то либеральная осознанность, она позволит людей видеть не гастарбайтеров, с этих картинок в интернете, а тоже, других личностей. Знаете, над которыми можно не смеяться, а у которых можно учиться. Скорее всего, так. И самое главное, я надеюсь, что в том случае, если Россия все-таки придет к каким-то либеральным возможностям управлять страной, то изменится и то влияние, которое она оказывает на соседние государства, в том числе, возможно, и в правовом поле. Знаете, я надеюсь, что если Россия при либеральном правлении, она покажет класс, покажет экономический рост, улучшение показателей с точки зрения демократии, открытости, политических свобод и всего прочего, это конкурентоспособное государство станет ролевой моделью. И таким образом подтянет и весь остальной регион за собой. Потому что куда ни денься, все равно на самого сильного в компании будут смотреть и будут ему подражать. И касательно законов. Вы все-таки, когда говорите, что мы должны писать наши собственные законы с учетом регионов, все-таки какие-то модели должны быть. Какой модели должен придерживаться Кыргызстан, по-вашему? Смотрите, российские законы, к сожалению, оказались драконовыми на нынешний момент. У США англосаксонская система права, она не подходит. Она не подходит, Ближайшие государства, Китай, Турция, тоже, со своими особенностями. И на что моделировать и в какую сторону идти? Знаете, мы таким образом, методом исключения можем перечислить несколько регионов, которые остались, наверное, можно смотреть на европейские законы, поскольку, за исключением Великобритании, там действует похожая правовая система. Да, романо-германская. Да, и таким образом можно было бы найти какие-то здравые моменты там. Кроме того, здесь я, возможно, скажу крамольную вещь, но, скорее всего, при преодолении каких-то противоречий в центральноазиатском регионе, вроде непоняток с Узбекистаном или конфликта с Таджикистаном, можно было бы организовать что-то наподобие Евросоюза. И ведь уже есть такие тенденции к тому, чтобы ввести через 30-40 лет, пофантазируем, единую валюту, единый правовой режим. Просто нужно понимать, что не стоит копировать Советский Союз еще раз, придумывать ЕАЭС какой-нибудь, еще что-то. Знаете, надо попробовать использовать самый эффективный опыт зарубежных коллег. Мы так посмотрели, Китай не подходит, Россия не подходит, но как бы сейчас не будоражила экономику Европейского Союза история с энергоносителями, мне кажется, для того, чтобы там реально все начало полыхать, это еще надо лет 10-15 раскачивать лодку именно за счет правовой адекватности, именно за счет развитости социальных институтов. Наверное, надо смотреть на такой позитивный опыт. Но если все-таки страна на этот позитивный опыт не посмотрит, потому что, опять-таки говорю, дело в психологии, почему-то очень многие наши граждане считают, что все, что связано с Европой, это не совсем правильные ценности, указываются семейные ценности,
однополые браки основную такую болевую точку берется, и считается, что все, что европейское, это такое противоречие традиционным ценностям. А вот какой сценарий, если мы будем продолжать копировать российское законодательство, там, это мы сейчас только сказали отдельно про СМИ, да, там, и по неправительственному сектору тоже, кстати, аналог взят оттуда, да. Но если вот фундаментальные законы, да, конституционные законы начнутся копироваться оттуда, к чему это может привести? Вы имеете в виду традиционализацию общества, наверное? Да, совершенно верно. Знаете, скорее всего, тогда возникнут предпосылки к тому, чтобы Кыргызстан начал терять свои ключевые конкурентные преимущества с точки зрения гражданского общества. Потому что как только начинается хейт относительно там, ЛГБТ, относительно женщин и прочего, да, организации, которые, собственно говоря, занимаются оцениванием государств с точки зрения там, тех или иных показателей, просядут. Да, а это что значит? Это значит, что Кыргызстану станет гораздо труднее получать помощь от международных организаций. Угу. Таким образом, знаете, мы там рубим оба сука. Собственно говоря, с одной стороны НКО, которые занимаются в том числе и теми обязанностями, которые не может потянуть государство за счет ресурсных ограничений. И мы там теряем помощь международных организаций, какого-нибудь там Всемирного банка, еще чего-то. Вот, да, ради примера, вчера публиковал новость о том, что в Кыргызстане при помощи АФС собираются построить там солнечную электростанцию. Ну вот представьте, да, вы там консервативные ценности, развитие вот достаточно дремучих иногда вещей меняете на что? На, получается, отсутствие помощи. Знаете, с одной стороны, Россия может себя так вести, потому что вот худо-бедно основные вещи есть. Можно будет там сейчас обеспечить себя электроэнергией, можно будет получать еду, можно будет там на каком-нибудь москвиче скопированного с китайского колесить, и все будет нормально. Но вы же понимаете, что там Кыргызстан, он что сам себе будет делать? Лампочки? Или там ртуть? Или золото? Тут не такой большой маневр, поэтому вот заигрываться в традиционализм не стоит. Надо очень четко понимать, насколько ты автономен. И, знаете, это, наверное, и огромный плюс, и огромный минус Кыргызстана в его возможности к мобильному развитию, к такой гибкости. Многовекторности. Многовекторности, совершенно верно. У вас уникальная возможность, да, получать плюсы от всех там центров сил. Вы интересны и Китайской Народной Республике, и Соединенным Штатам Америки, являетесь одним из настоящих союзников Российской Федерации. Вот необходимо, да, такой диверсификацией партнеров пользоваться и таким образом, да, улучшать положение собственного государства. Наверное, так. Спасибо большое, Александр, за очень интересную, содержательную беседу. Очень приятно было пообщаться. Нашим зрителям все это понравилось. Все-таки Кыргызстан и Россию связывает больше, чем обычное добрососедство. Да? Это общность традиций, культур, языка. Да? И, как говорил один из наших президентов, Россия дана нам и историей, и Богом. И я лично, как журналист, и аналитик, и эксперт, очень рад, что в России есть такие прогрессивные люди, как вы, Александр, что спасибо не на все, условия. Да, не все придерживаются того самого традиционализма, который есть и у нас, и, к сожалению, в других странах постсоветского пространства, когда во главу угла ставится не экономическое благополучие гражданина и страны, да, не его культурные интересы, а вот эти традиционные ценности, величие, подавить, что-то там сделать, да, я думаю, такая глобальная проблема, которая между нами стала, но будем надеяться, что прогрессивная часть общества будет давлеть над другим, да, просвещать другую часть общества. Я думаю, вот такие беседы, такие аналитические статьи, какие вы пишете, спасибо, что пишете для нашего общества, я думаю, и тоже вносят вклад в того, чтобы человек начал понимать и двигаться в других направлениях. Да. А мы будем заканчивать наш прямой эфир. Очень содержательная беседа с Александром Канунниковым, наш гость из России, сейчас журналист, обозреватель
сайта Вести KG, кстати, который не имеет никакого отношения к аналогу совершенно Вести.ру, да, чтобы Слушайте, не как было. только мы публикуем материалы, связанные с Россией, нам говорят, что мы пророссийские, как только с повесткой американской, сразу проамериканские, хоть бы кто-то из вас заплатил бы нам уже, я не знаю, а то как-то обидно становится. Да, вот Вести KG не имеет отношения к российскому аналогу. Не является агентом Кремля. Да. Поэтому еще раз спасибо вам за беседу. Спасибо за возможность. С вами был журналист Семитай Аманбеков. Будем видеться на следующих прямых эфирах. Смотрите нас, здесь говорят правду.